района с самым высоким уровнем самоубийств. Однако в последние, где-то с 2012 года идет снижение резкое, и мы уже по всей России, ПФО, среди регионов ПФО уже буквально на 5-е место. Но это не стандартизованные коэффициенты, поэтому здесь действует возрастная структура, но я думаю, что не совсем сильно будет отличаться. Но все равно есть куда дальше идти, потому что вот у нас, получается, это на 2016 год 28 человек на 100 тысяч населения, а по всей России, например, 15,8. А на 2017 год данные по РБ 22 смертей от самоубийств на 100 тысяч, а по Российской Федерации 14. Ну, например, даже если смотреть там данные по Самарской области, Республике Татарстан, то все равно мы видим, что у нас в 2 раза больше. Да? Но здесь это не стандартизованный коэффициент, сразу отвечаю. Среди внешних причин смерти, чем они примечательны, это то, что это преждевременные смерти, во-первых, да, это они в основном уносят жизни в трудоспособном возрасте. И второе, это предотвратимые причины смерти, то есть их можно минимализировать. И здесь, среди этих причин смерти, самоубийства, они занимают самый большой процент. В 2017 году процент составил где-то 19%. Да? И если посмотреть, то это самый большой процент, то есть самый большой вклад в внешние причины смерти. Если смотреть структуру смерти 90-го года, то мы видим то, что вклад самоубийств снижается. То есть в 90-м году вклад самоубийств был 29%. И здесь нужно отметить то, что есть такая причина смерти, называется повреждение с неопределенными намерениями. И вот большинство исследователей считают то, что часть убийств и самоубийств ошибочно или, возможно, намеренно кодируется вот в эту причину смерти. Потому что у нас, как мы знаем, ведется политика по снижению смертности от самоубийств. Но в целом я отвечу внешних причин, и поэтому есть еще одна причина, которая вне внешних причин тоже причина смерти не установлена, и, возможно, часть самоубийств и убийств еще и кодируется туда. Почему так считают? Это связано с тем, что, например, в 90-м году по РБ, получается, от повреждений без уточнения, в то время это так называлось, было 3%. А вот в 2012 году это уже 36%, то есть огромный рост. То есть у нас среди внешних причин смерти вот примерно 40%, получается, они повреждения с неопределенной намерением, то есть причина смерти не установлена. Но в то же время надо заметить то, что сейчас идет снижение всех внешних причин, и повреждение с неопределенным намерением тоже снижается. То есть здесь все запутано, и точно что-то говорить очень сложно, конечно. Что касается возрастных коэффициентов смертности, то мы видим то, что от самоубийств умирают вот в трудоспособных возрастах, да, то есть пик приходится где-то на возраста 40, 44, 45, 49 лет, да. И по сравнению с 90-м годом снижение произошло в возрастах 20-25 и вот 45 плюс. Дальше. Надо отметить то, что самоубийство — это больше мужские причины смерти, то есть разрыв между мужской и женской смертностью от самоубийства огромный. Ну вот вы видите, да, в 2016 году в 7 раз, но это уже то снижается. Ну вот, я говорила про трудоспособные возраста, и мы видим то, что коэффициент смертности в трудоспособных возрастах и у мужчин, и у женщин выше. Так, вот можно здесь посмотреть, как снижалась смертность, то есть по каким возрастным группам у мужчин и у женщин. И в целом наибольший спад самоубийств это вот произошло в молодых возрастах, то есть от 20 до где-то
для мужчин, получается, да. А у женщин надо отметить то, что в 2017 году наблюдалась высокая смертность 35-39 лет в возрастной группе. Средний возраст смерти, если посмотреть, если судить по среднему возрасту смерти, то самой уязвимой группой населения являются мужчины, проживающие на селе. То есть у них средний возраст смерти 45 лет. Ну вот, здесь я хотела бы отметить то, что снижение идет и у городского населения, и у сельского населения, но у городского населения снижение оно в 2 раза быстрее, то есть там где-то в 4 раза снижается, а у сельских жителей медленнее. И надо отметить то, что у нас, несмотря на то, что уровень самоубийств по всей республике снижается, но есть регионы, то есть районы, где она остается все еще высокой. И я для анализа взяла стандартизованный коэффициент смертности, стандартизовала по европейской возрастной структуре, чтобы убрать влияние возрастной структуры. И взяла данные за показатели за 3 года, чтобы тоже уравнять, то есть там коэффициенты, они из года в год сильно скачут, то есть, и поэтому взяла общие за 3 года. И как я ранжировала? Получается, за стандарт взяла получается, уровень смертности в Европейском Союзе в 2013 году и относительно этого ранжировала. Получается, вот самый высокий уровень, это вот темно-коричневый, в этих районах смертность от самоубийств выше где-то 6-8 раз, чем вот в Европейском Союзе. А дальше вот высокий уровень это 4-5 раза, средний уровень 3 раза, и вот низкий уровень это считается 2 раза или чуть меньше 2 раз. И здесь можно сказать то, что в основном выделяется район Зауралья, да, северный, район северо-восточный. И вот сельскохозяйственные районы вот этих южных, западных регионов. Самая лучшая благополучная ситуация наблюдается ближе к городам. Да? То есть здесь можно сказать, что вот это влияние экономических факторов все-таки наблюдается, наверное. Так, а если смотреть по городам, то Баймак, Белорецк, Межгорье, и нужно отметить то, что вот и эти районы, и эти города, они не только за вот последние 3 года вышли вперед по данным исследованиям Ирины Борисовны и вот Наили Галимовны в 2011-2013 годах, примерно эти же районы и эти же города, они также лидировали. То есть ситуация в этих регионах не совсем благополучная, не только в последние 3 года, а уже в ближайшие, последние 5, может, 10 лет. Это ужасный график, но здесь я просто пыталась показать, в каких возрастах наибольший уровень смертности вот в этих районах, которые лидируют. Но ничего особо крупного не вышло. Ну да, 25-29 сливается, да. Шаранский район, здесь вот в старших возрастах очень высокая смертность. И по остальным оно чуть ниже. Это вот Тышлинский, Баймакский. И к факторам. В целом, исходя из исследований социологов, можно сказать, что они все, те, что я просмотрела, они останавливаются на том, что основное влияние все равно, основная причина кроется в общественной сфере, но в целом эта общественная социальная дезинтеграция, она все равно строится то есть есть еще подфакторы, и среди них первое это злоупотребление алкоголем. На эту тему очень много исследований по всей России и по всему миру. По всей России эта взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и самоубийством, она выявлена в ходе антиалкогольной кампании, то есть
в результате исследования вот этой, и выявлено то, что на смертность у мужчин употребление алкоголя влияет на 46%, у женщин где-то на 38%. А в 2008 году у нас по республике было проведено исследование, и там тоже каждый шестой респондент отмечал, что его близкий родственник указал, ну, то есть выбрали алкоголизм и пьянство как основную причину смерти. Но в целом, опять-таки, алкоголизм, он тоже, если не брать самый такой тяжелый алкоголизм, то в целом это тоже не совсем первопричина, да, то есть на это тоже есть уже влияющие факторы. И здесь, ну давайте я сначала скажу. И здесь идет вторым фактором указывается семейный фактор, это неудача в семейной жизни, отношения с противоположным полом. И эта причина указывается больше всего в подростковых возрастных группах. Но есть вот исследования, где показывают то, что у женатых мужчин и у женщин, имеющих детей, уровень самоубийств ниже. И вот я смотрела норвежское исследование, и там показывали то, что нет связи с разводами, но есть корреляция с расставанием пар. И что касается безработицы, то здесь также безработица или низкое материальное положение само по себе тоже не указывается как влияющий фактор, но следствие, то есть то состояние, которое порождается вследствие этого, оно уже является фактором. И здесь я не указала, в основном последние исследования показывают то, что лучше брать индекс Джини, то есть уровень неравенства и по убийствам, и с самоубийством. И так, ну я пыталась посмотреть уровень потребления алкоголя, но, к сожалению, никаких данных по регионам нет, и поэтому я взяла именно причины смерти, обусловленные алкоголем. Они, наверное, как-то должны показывать ситуацию, алкогольную ситуацию в регионе. И здесь вот у нас те же регионы, то есть уральские, то есть вот это Зауралье, да, северо-восточные и северные, вот они и по причинам смерти, обусловленным алкоголем, также лидируют. Это в целом, это в трудоспособном возрасте то же самое, эти же регионы. Здесь выше, да, коэффициент смертности, чем здесь 60, здесь выше. И я посмотрела, но здесь каких-то совпадений не нашла, но я думаю, что надо посмотреть на временные тренды, то есть за определенный промежуток времени и по городам. Так, это число зарегистрированных записей о разводах. И здесь в первую пятерку входят вот эти Белорецкий, Авдеевиловский, Учелинский, то есть эти же районы здесь также присутствуют. И по безработице я тоже смотрела, но здесь особых эти районы, они разбросаны, то есть не нашла. Но здесь лучше провести корреляционный анализ, что я еще пока не сделала. Спасибо, Дамира. Пожалуйста, вопросы, коллеги. У меня вот самую первую диаграмму. Покажите вот по КГО, там у вас есть лидеры, регионы. Я обратил внимание, то, что лидеры проходят по Уральскому хребту, с севера на юг. Смотрите, кто у нас на Уральском хребте размещен? Челябинская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская область, Удмуртская республика – это уральцы. А те, кто не на Уральском хребте, смотрите, они уже дальше идут, с большим отрывом. Интересно, да? Климатические условия тоже все-таки действуют. То есть то, что люди с Урала, это тоже, значит, влияет. Возможно, есть такое понятие, как северный пик потребления алкоголя. И у нас, например, Финляндия, Швеция, Норвегия, они также выделяются тем, что там уровень потребления алкоголя выше, и не только выше, а там именно в структуре преобладают крепкие алкогольные напитки.
То есть, но я не знаю, здесь Ну, есть у нас такое, вся Россия пьет у нас по северному типу, но самоубийцы на Уральске. Есть такие исследования, которые также вот по Швеции, Финляндии, Норвегии, там влияние длительности дня того дня. То есть на уровне депрессивности населения. Пожалуйста, еще один вопрос. Очень интересно, правильно, если всех немного зеленую полоску, Российская Федерация. Средний Да, по России. собственно, Да, да, это средний коэффициент вообще вот, по всей России. спасибо. Вот рассуждая, как бы, Я просто хотела вот по поводу причин, да. Мне кажется, все-таки наша высокая смертность в нашей республике, она обусловлена именно спецификой нашего региона как аграрной республики. Ведь, ну, видно даже вот на карте, Гульфина показывала, что именно в отсталых аграрных районах, да, плохо развитых в социально-экономическом плане, там, в принципе, выше уровень смертности. И вот как ты думаешь, Гульфин, не связано ли снижение внешних причин, в смысле смертности от внешних причин, с тем, что происходит процесс урбанизации, население переезжает в города, и, соответственно, в городах там, естественно, лучшая ситуация с занятостью, с другими условиями жизни. И поэтому смертность падает. Ну, если честно, просто с 2008 года у нас ведется политика именно снижения внешних причин смерти, снижения употребления алкоголя, возможно, это в какой-то степени влияет. Потому что это больше связано с политикой. С поведением, скорее, да? Да, есть С изменением поведения. Ну, да, надо обозначить, то есть вот, я не указала, вот, можно привести в пример Польшу, которая после 90-х годов кардинально изменила вообще поведение населения и отношение к своему здоровью, и даже отношение к употреблению спиртных напитков. То есть, и они за 25 лет кардинально изменили ситуацию. То есть здесь также, да, имеет значение. Что назад еще была реплика, да? Пожалуйста. Нет, просто там было показано, говорят, что в сельском месте тоже снижается. Да, тоже снижается. А ты не смотрела как раз потреблением алкоголя на душу в этих районах? Вот как раз. К сожалению, таких данных нет, да, поэтому. С одной Да, стороны, да, это же Здесь такие есть по продаже. очень Там мусульманские города, нелицензионный алкоголь не учитывается. там же наоборот, мы должны употреблять алкоголь. А употребляют. Не должны, а употребляют. А вот вы не изучали, не рассматривали именно потребление, не потребление, а проведение досуга, как в зависимости от того, как люди отдыхают, как люди проводят свое личное свободное время, есть ли какая-то зависимость? Допустим, вот в деревнях там нет театров. Да, то есть у меня есть желание, конечно, сейчас продолжить и смотреть там количество врачей, количество спортивных сооружений и вот эту всю корреляцию. Но пока я это не сделала. Но это очень интересно. То есть сделать регрессивный анализ связи. Посмотрите, у вас написано, что Сорокин социальную дезинтеграцию приводит в качестве ключевых причин. Депрессия, апатия, чувство одиночества, безнадежности. Я вот, как занимаюсь этносоциологией, узнаю симптомы так называемого личности маргинала. Тоже ему присущие симптомы депрессии, апатии, чувство одиночества, безнадежности. Маргинальная личность – это классическая работа. У меня была такая идея, то есть связать с потерей такой со снижением идентичности, но как я смотрела, данные за советский период, 70-80-е годы, в то время уже у нас в республике урезанность был выше, чем во всей России. То есть это за 40 лет даже больше. То есть республика у нас традиционно такая. Да, то есть это не после 90-х, это и 80-е, и 70-е. А можно ли говорить о том, что уже в это время чувствует себя депрессивно? Ну, вообще, да. И мы с Гульфиной разговаривали, вот я как бы пытался разъяснить, показать, что вот
это суицид связан с пьянством. И вот этот комплекс суицида, алкоголизма и социальной дезинтеграции, то есть вот потери вот идентичности, это же разрушение культурной среды. Там, где вот вы говорите, например, в Заурале очень большая смертность от суицида, да, там как раз и очень большое как бы процент населения коренного и мало там населения русского. Там большими темпами идет ассимиляция, то есть огромные как бы социальные прослойки переходят как бы на другой язык, на другие ценности, да, там кто-то там, допустим, свою религию там пересматривает отношения и так далее. Вот. То есть такого рода, вот я говорил еще про колониализм. То есть мы как бы понимаем, что Башкирия, допустим, это была в принципе колониальной территорией и при СССР, и сейчас. Вот сегодня, например, пришло известие о том, что Куштау переходит в КГСК. Это черты колониализма. То есть вот этот все-таки фактор, как колониальной территории, то есть где огромными темпами, семимильными шагами идет как бы маргинализация и социальная дезинтеграция вот того общества, которое какое-то имело здесь традиции, а сейчас это все распадается, тоже влияет на этот ваш показатель самоубийства. Да, в целом, мне кажется, здесь комплекс причин, и они И последний вопрос. Да, наверное, больше комментарий. Карту верните, пожалуйста. Вот я опять повторю то, что, в принципе, уже не хочу повторять, но все же я повторю его. Это проблема лишения села и ее инфраструктуры. Ее просто лишают, и если, вот здесь социологи сидят, которые уже сказали, в принципе, вот как вы объясняете вот эту картинку, вы посмотрите, где проходит, в части вот Демид Вячеславович говорил, да, где проходит трасса М5, да, где Оренбургский также проходит, где М5 проходит, М7. То есть там, где есть инфраструктура, там, в принципе, жить на селе вполне себе можно. Но если у нас Юго-Восток оказывается некий такой на ошибе, и они никому не нужны, и всем видом мы пока, в смысле Уфа показывает то, что Юго-Восток это вот некий такой всегда такой в негативной контексте, то, конечно, там будет кризис идентичности. Кризис идентичности, отсюда и пьянство, отсюда и самоубийство и так далее. То есть в данном случае я вижу одно, вот все говорят об урбанизации, сюплеш проели, но а почему город не должен, почему село должно идти в город, а город не должен идти в село? Почему мы не должны посмотреть пространственное развитие то же самое? Агломерация, вот сейчас идет речь о сельских агломерациях. Но это же развитие внутренней инфраструктуры села именно. Спасибо большое. Даш, здесь-то ладно, а вот это и вот это. Здесь трасса, здесь трасса. Как это объяснить? Шаранский район, там трасса. Шаранский, какой трасса? Нет, там там в Тымазинском районе. Вот она трасса. Здесь она между ними находится. Понятно, что здесь трасса. Тогда, да ты шли, вот трасса. Нет, Как там это трассы, объяснить? да, трассы нет, тоже это. Статистическая погрешность, там плохо скрыли самоубийство. Смотрите, есть такой момент, да, поскольку я с такими картами тоже работаю, да, зачастую, да, рядом с территориями, которые неплохо развиваются, возникают депрессивные периферии. Можно так объяснить. Тогда возникает вопрос, здесь-то что? Магнитка? Депрессивный регион получается. Ну, Магнитка Челябинская область. Она все ориентирована на Челябинскую область. А зачем ей Башкортостанский район? Ну, ездит же туда Ну, сюда. То есть то же самое. То есть неплохо развивающиеся территории и депрессивный регион. Но не будут они развивать инфраструктуру. Я не говорю, что они будут я говорю, почему тогда так. Коллеги, поисковые исследования. Мужчина Дамировна. И последний вопрос. Последний слайд по рекомендациям. Так, отпустим докладчика. Очень интересный доклад. И не случайно у нас сейчас будет рассказывать опять-таки про культуру и про как поднять этот Южный Урал. Может быть, действительно будет какое-то решение?